В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня в студии. Юлия Великодная. Здравствуйте. Никто не откроет переправу при толщине льда в 10 сантиметров. В Якутске обсудили вопрос обеспечения безопасности на переправе через Лену. Два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Никто не пострадал. Специалисты оценивают степень повреждений самолетов. В Якутии стартовал новый сезон уроков цифры. На занятиях школьникам рассказывают об инновациях в мире технологий. Субсидирование региональных авиамаршрутов в следующем году увеличит финансирование и расширят направления. В Москве презентовали спектакль «Несыгранные роли». Постановка посвящена судьбе студентам якутской студии Ленинградского театрального института. Чем страшнее квест-рум, тем интереснее. Какие виды отдыха зимой предлагает рынок услуг в Якутске. Никто не возьмет на себя ответственность открытия переправы при толщине льда 10-15 сантиметров. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу обеспечения безопасности на переправе через Лену. В совещании приняли участие все заинтересованные стороны – ГИМС, МЧС, ГИБДД и Минтранс. Прошло мониторить постоянную толщину льда и проводить информирование граждан, так как сейчас очень опасно выезжать на неокрепший лед. Самое главное – это безопасность людей, резюмировал Колодезников. Официально ледовая переправа Хатасы-Павловск откроется 25 ноября, автозимник Якутск-Нижний Бестях 5 января. Для того, чтобы все-таки поток приостановить и риски снизить, мы установим передвижные видеокамеры с фиксацией номеров и съемки. Соответственно, эти материалы все будут передаваться в административные комиссии города Якутска и Мегино-Кангласского района. Я поручил администрациям работу усилить, потому что будет достаточно большой объем работы. Кто-то видит, да, что вот проехали, да, люди проезжают на страх и риск, но это может привести к тому, что кто-нибудь погибнет. Тем временем ледовый автозимник открыли на автодороге Амга. Разрешено движение транспорта весом до 3 тонн. Исходя из акта обследования, отмечается, что толщина льда достигла 30 сантиметров. Контрольную проверку грузоподъемности ледового автозимника провела компания «РИК Автодор» амгинского филиала. Личность водителя, сбившего сотрудника ГИБДД на ледовой переправе, установлена. Это мужчина 80-го года рождения. Ранее он 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас проводят проверку по факту оставления места ДТП и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, пояснили в госавтоинспекции. Проводится процессуальная проверка. Напомним, во время переезда через реку водитель Toyota Wish на скорости сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места происшествия. В республике проходит ежегодная профилактическая операция отопления. Ее цель – повысить уровень защищенности объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний период. Ульяна Шагина продолжит. Осенне-зимний период, когда начинается отопительный сезон, самая горячая пора для сотрудников противопожарных служб. Так, сотрудники Государственной противопожарной службы республики в рамках акции проводят подомовой обход частного сектора и проверяют собственников на предмет правильной установки печей и обогревательных предметов. При обходах гаражей и частного сектора с печным отоплением возникают проблемы. Вот если печь находится в доме, то вешают над печью одежду. Притопочный лист встречалась проблема такая, что закрыт ковром, якобы печь остыла, но тем не менее может выпасть искра и произойти возгорание. В Магане с начала года уже произошло 8 пожаров. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Причины пожаров самые разные, начиная от неисправности электропроводки и заканчивая нарушением рекомендаций по эксплуатации отопительных приборов. Вносится собственникам предложение по устранению выявленных недостатков. И после чего повторно происходит обход для проверки на наличие устранения выявленных недостатков. Одна из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей и спасению имущества – это автономные дымовые пожарные извещатели. Если раньше эти средства могли только производить высокий звук, то теперь в них установлен GSM-модуль. То есть сюда подключается сим-карта любого сотового оператора и 2 обычных извещателя дымовых.
Если вдруг случится возгорание, вот этот извещатель своим модулем произведет СМС-оповещение хозяину и будет оповещать звуковым сигналом, именно сиреной. Вот и житель Покровска Михаил Родионов решил установить такую сирену в свой новый дом. Глава многодетного семейства не скрывает радости, ведь оповещатели в его доме установлены совершенно бесплатно. Мы только закончили этот дом, сами построили. Пожар происходит ночью, что это звуковой извещатель очень нужен. Благодаря программе помощи социально незащищенным слоям населения, которую реализует Государственная противопожарная служба, подобные извещатели до конца года появятся у 2000 семей не только Хангаласского, но и Мегино-Хангаласского, Алданского и Тампонского районов. Как показывает практика, во всех частных домах и гаражах выявляются нарушения требований пожарной безопасности. Именно поэтому так важно оборудовать жилища как извещателями, так и первичными средствами пожаротушения. Именно эти правила описаны на ярких листовках, которые в эти дни раздают сотрудники противопожарной службы. Ульяна Шагина, Георгий Николаев, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутск, Хангаласский улус. Два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Аэробус компании «Аэрофлот», прилетевший из Минска, заруливал на посадку и задел крылом другое воздушное судно. На борту рейса из Беларуси находились 42 пассажира, никто из них не пострадал. Специалисты оценивают степень повреждений самолетов. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются. Дефицит кадров в первичном звене здравоохранения планируют обеспечить на 95% в ближайшие 3 года. А уже сейчас средний показатель зарплаты врача по стране – 79 тысяч рублей. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Министр также напомнила, что с 2016 года было построено 2500 новых объектов в сельском здравоохранении. Благодаря национальному проекту в первичное звено направлены дополнительные средства на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий. К концу этого года останется около 150 ФАП, которые необходимо построить, добавила министр. В Якутии стартовал новый сезон уроков цифры. На занятиях школьникам рассказывают об инновациях в мире технологий, а также знакомят с профессиями в области IT. Очередной урок провели в Табагинской средней школе. Его посетила Саргалана Федорова. Тема «Большие данные». Занятия для учащихся 5 класса провел министр образования и науки республики. Какие данные называются большими, где их используют и как анализируют, министр объяснил на простых и конкретных примерах. Самое простое такое определение, что такое большие данные, это данные, которые невозможно обработать на одном компьютере. На самом деле на одном компьютере данных может быть очень много. Автобус, остановка, светофор. Большие данные. Ребята в игровой форме прошли тест. Искали на улице виртуального города объекты, которые собирают данные. В итоге смогли примерить на себе профессии в этой области. Артура Антонова заинтересовала специальность IT-инженер. Я хотел стать инженером, создавать видеоигры. Если хорошо учиться и знать разные предметы, то все получится. Профессии, они появятся, еще их будет больше и будет выбора больше. Поэтому мне этот урок очень понравился. И я буду продолжать дальше изучать большие данные. Чтобы глубже погрузиться в мир цифры, ребята в любое время могут зайти на сайт проекта урокцифры.рф. Здесь есть много обучающего контента для учащихся разных возрастов. И все материалы к уроку подготовлены ведущими IT-компаниями. Подобные занятия проходят по всей стране, во всех учебных параллелях. Я надеюсь, что подключатся самые главные лица в районах, то есть руководители администрации, главы, и начальник управления образования проведут этот урок для наших детей. Вообще, учащиеся Табагинской школы с цифрой дружат. На базе учебного заведения работает высокотехнологичный центр «Точка роста», где ребята изучают информатику с использованием новейших компьютерных технологий. Вслед за большими данными в декабре школьники познакомятся с облачными технологиями, а затем и с искусственным интеллектом. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Табага.
Как только что стало известно, наш боксер Василий Егоров в эти минуты одержал победу над соперником Кудряковым, тем самым открыв себе дорогу в финал чемпионата России, который проходит в Самаре. Мы будем следить за развитием событий. А сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Субсидирование региональных авиамаршрутов в следующем году увеличит финансирование и расширят направления. В Москве презентовали спектакль «Несыгранные роли». Постановка посвящена судьбе студентам якутской студии Ленинградского театрального института. Чем страшнее квеструм, тем интереснее. Какие виды отдыха зимой предлагает рынок услуг в Якутске. В эфире «Итоги дня» мы продолжаем. О стратегической важности сотрудничества России и Анголы в алмазной сфере и поддержке деятельности компании «Алроса» в Африке говорил глава Якутии Айсен Николаев с руководством ангольской национальной алмазной компании «Индиама». Как сообщила пресс-служба главы республики, Айсен Николаев совершил рабочий визит в Анголу. По словам главы Якутии, Россию связывают с Анголой длительные, проверенные временем дружественные отношения. «Алроса» и «Индиама» совместно разрабатывают месторождение Катака, ведут геолого-разведочные работы и готовятся к освоению нового крупного месторождения Луаши. Айсен Николаев также отметил, что Якутия имеет большой опыт выстраивания взаимоотношений с крупными недропользователями и готова делиться этим опытом с ангольскими партнерами. Отмечу, что визит Айсена Николаева состоялся в рамках развития российско-африканских взаимоотношений, особенно в свете встречи президента России Владимира Путина и его ангольского коллеги Жоау Лоренсу на саммите «Россия-Африка» в конце октября в Сочи. Тогда глава российского государства призвал сосредоточиться на практической реализации достигнутых ранее договоренностей. Цитата. «В ходе наших апрельских переговоров в Москве была подтверждена взаимная политическая воля к развитию двустороннего сотрудничества в целях придания ему характера подлинного стратегического партнерства. Я думаю, что теперь нам нужно сосредоточиться на реализации достигнутых договоренностей». Конец цитаты. На субсидирование региональных авиамаршрутов в 2020-м направят 8 миллиардов рублей. Правительство России направит средства на субсидирование 262 региональных маршрутов. Перевозки по региональным направлениям планирует выполнять 21 авиакомпания. Рейсы будут субсидироваться в течение всего года. Отмечается, что это позволит перевести около 2,5 миллионов пассажиров. В 2019 году на субсидирование региональных авиаперевозок выделено 7,8 миллиардов рублей. Было утверждено 242 субсидируемых маршрута. Проверить свой тонометр артериального давления на точности в эти дни может любой желающий. Такую возможность горожанам предоставляет Якутский центр стандартизации и метрологии. Акция проходит в рамках Международного дня качества. Как часто требуется проверка, знает Ульяна Шагина. Житель Кобяйского района Николай Максимов привез на проверку 2 тонометра – свой и соседский. Тонометром пользуются часто, поэтому так важно, чтобы он показывал достоверный результат. Я приехал с Кобяя, здесь прохожу вот это обследование. И вчера вот по телевизору узнал, что сегодня проверяет здесь тонометры, вот и привез свои и соседскую. Как вы считаете, нужно вообще проверку тонометров делать? Обязательно проверить надо. А для чего? Знаете? Ну, чтобы качество нормально было, показывало. Мы все, конечно же, знаем о том, что есть механические электронные тонометры. Людям, конечно же, больше нравится использовать электронные тонометры, потому что они легки в использовании. Ну, а механические, они, конечно же, более надежные и их легче ремонтировать. А у меня в руках как раз-таки сейчас находится электронный тонометр. Я его сейчас вручу специалисту центра, который проверит мне его на погрешность. Средний срок службы такого прибора примерно 10 лет. Ну а проверочный интервал всего 1 год. А это значит, что ежегодно нужно производить проверку тонометра, чтобы он показывал точные данные об артериальном давлении. Первым делом проверяем манжету на герметичность. Мы манжету подключаем к нашему прибору эталону. Наш эталон, он как компрессор, он нагнетает избыточное давление. Ждем примерно минуту.
и сравниваем показания. Каждый такой тонометр, выходя из завода, уже имеет погрешность, который не должен превышать плюс или минус 3 градусов. Цифра, которая больше или меньше этого показателя, означает неисправность прибора. А это значит, что он уже будет выводить неправильную информацию. Причины этого самые разные. У электронных сам блок, он датчик давления иногда бывает неправильно измеряет давление. И вот манжета. Это на первом месте, наверное, манжета стоит. Резина высыхает. И из-за этого сам прибор начинает уже неправильно измерять артериальное давление. После проверки каждый правильно работающий тонометр получает специальную наклейку качества. Ну а если выявится погрешность, остается отдать его в ремонт. И помните, что правильно работающий прибор сможет вовремя предупредить прединфарктное состояние вашего организма. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Центром празднования Дня призывника в Нерюнгри не первый год становится районная администрация. Именно здесь проводятся культурные и специальные патриотические мероприятия по теме. На праздник приглашают самих призывников и их родителей. Здесь они могут найти ответы на многие волнующие их вопросы относительно будущей службы и получить напутственные слова. В столице Южной Якутии продолжается осенний призыв. Первые будущие рядовые на распределительный пункт были направлены в начале октября. В ходе кампании, которая продлится до 31 декабря, от Нерюнгринского района будут призваны 70 человек. Высказываем свои сокровенные пожелания, даем напутствие, исходя из личного опыта, допустим, из личного жизненного, из личного служебного опыта, чтобы мальчишки приходили в войска, чувствовали себя уже более освоенно, более уверенно. Уникальный терапевтический метод глубинной релаксации внедряют якутские врачи-остеопаты. Сегодня в Якутске открылся Центр здоровья, где можно восстановить свои силы и поправить здоровье. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Команда профессиональных врачей открыла свой центр здоровья, в котором даже новорожденные дети могут получить лечебный курс остеопатического массажа. В центре работают врачи-неонатологи с многолетней практикой. Я работаю неонатологом уже около 20 лет. Да? Вот здесь полностью комплексно может получить помощь родителей. Они могут получить остеопатическую помощь, да, помощь мануального терапевта, могут получить массаж обычный, да, традиционный классический массаж. Помимо остеопатических услуг в центре есть специальный бассейн с концентрированным раствором английской соли, который позволяет погрузиться в состояние невесомости и тем самым достигнуть полной релаксации, так называемый флоатинг. Флоатинг – это уникальная по себе процедура восстановления, процедура сенсорной депривации, отключения внешних раздражителей. Все, человек отдыхает от информационного шума в условиях невесомости. В теплой воде растворенная английская соль, магний СО4. Плотность воды очень высокая, и человек лежит буквально в отсутствии гравитации. Эта процедура позволяет не только полностью восстановить организм, но и помогает быстро устранить симптомы нарушений биоритма, особенно после длительных перелетов и смены часовых поясов. Очень много, конечно, проблемных людей, но она нужна всем, не только очень больным людям, но и тем, кто поддерживает свое здоровье. Кроме того, в центре можно получить курс обычного массажа, перманентный макияж, маникюр, педикюр, в том числе и медицинский. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. В Москве презентовали спектакль «Несыгранные роли» в исполнении студентов Якутского колледжа культуры. Постановка посвящена судьбе 34 студентов якутской студии Ленинградского театрального института, которые разделили участь жителей блокадного Ленинграда. Премьера в Якутске состоялась 28 октября, и вот теперь оценить спектакль смогли и в столице страны. Блокадный Ленинград. Казалось бы, эта трагедия Великой Отечественной произошла за 1000 километров от Якутии и очень далека. Но получается совсем наоборот. И это тоже часть нашей якутской истории. Истории 34 студентов театрального института, наших земляков, которых застала война вдали от родины. Режиссер спектакля Захар Никитин задумал воплотить на сцене этот материал еще 15 лет назад. Но реализовать идею удалось только сейчас. Это как документальный материал, очень сложно,
поставить, и тут уже от себя практически нечего добавить, да, потому что есть документальные материалы. Мы играли этих реальных героев и старались передать их характер и то, что было в действительности в тот момент. Работа над спектаклем велась год, и это дипломная постановка студентов 4-го курса Якутского колледжа культуры и искусств. Ребятам пришлось погрузиться в историю, изучать архивы и собирать свои образы по крупицам. Мне трудно, очень было трудно воплотиться в роль, вжиться в роль, потому что очень мало информации было про него. Но как-то за счет тренингов, занятий индивидуальных я нашел такие мелкие качества, которые должны быть в нем, но я чувствую его, и мне это нравится. Для Эсмеральды Николаевой роль юной студентки из Алекминской Веры Павловой не первая, но, наверное, самая дорогая. Девушка говорит, что сразу почувствовала героиню, ее силу и энергетику. Я стараюсь по максимуму выложиться и показать, какая она была и какой она стала во время блокадного Ленинграда. Она была очень радостной, очень яркой, уже постоянно улыбалась. И когда началась блокада, она все равно была очень сильна духом. И мне кажется, с помощью этого она выжила. Наши летчики отважные, а самолеты бумажные! После Москвы спектакль «Несыгранные роли» покажут в Петербурге. И эта премьера будет особенно волнительной, ведь она состоится на сцене того самого театрального института, где учились герои этой пьесы до войны, и которые так и не сыграли на ней свои роли. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Какие виды отдыха зимой предлагает рынок услуг в Якутске? На улице не самая комфортная погода для прогулок, а сидячий отдых в кафе и ресторанах приедается. Сегодня большую популярность набирают так называемые хоррор-квесты. Это игры на логику, внимание и командную работу. Однако не для слабонервных. Чаще всего их делают по мотивам известных фильмов ужасов. Чем страшнее квест-рум, тем интереснее. Но в погоне за острыми ощущениями иногда люди забывают о собственной безопасности. Девочка осталась изуродованным лицом после похода на хоррор-квест. Парень лишился уха из-за актера, который слишком сильно вжился в роль. Подросток сломал позвоночник во время прохождения заданий в квест-руме. И таких примеров пугающих последствий посещения игровых комнат на просторах интернета немало. Совсем недавно в одном из популярных пабликов в социальных сетях появилось видео, где двое парней сталкиваются лбами. Видимо, удар был сильный, и встать им удается не сразу. Видео вызвало обсуждение в комментариях. В том числе и сами сотрудники поспешили всех успокоить, с клиентами все нормально. Однако приковал внимание другой комментарий. Разобьют голову или налетят на что-то острое, потом будете жалеть, что открыли свои квесты. На самом деле, насколько безопасны подобные развлечения, мы решили проверить на примере одного квеста в Якутске. Квест логический, но в то же время страшный. Вам нужно будет искать ключи, решать загадки. В то же время вам будут мешать маньяки, актеры. То есть ситуация, атмосфера будет такая накаляющая. 10 минут инструктажа и ознакомления с игрой – обязательная составляющая квеста. Рассказывают и об ответственности за нападение на актеров, и о мерах безопасности. Коридоры с низким потолком. И во время таких моментов вам нужно надеть защитные каски, чтобы случайно головой не удариться и не получить травму. Дальше идет самое интересное – знакомство с реквизитом. Как и в большинстве подобных игр, это наручники. Однако есть и посерьезнее – ошейник с электрошоком. Оператор заверяет, заряд совсем маленький, болевых ощущений не будет. Можно чуть сбавить, это было сильно. Обязательно подписываем подтверждение о том, что прошли инструктаж и согласны на все, о чем нас предупредили. Мешок на голову, и игра началась. Девушки судорожно ищут ключи в попытках вырваться из плена. Необходимо пройти несколько комнат, вычислить код и, конечно, постараться не упасть в обморок, когда влетят в помещение маньяки с мачете и бензопилой. Наверное, управляет все-таки жажда адреналина. Хочется чего-то испытать такого невероятного. То есть мы смотрим все эти фильмы, хоррор, и все это как будто на картинке, но не здесь. А приходя сюда, ты полностью окунаешься в эту атмосферу, и незабываемые эмоции. Просто класс. Но не обходится и без мелких травм. Например, я споткнулась там и вот так вот поранила себя очень неудачно. Также синяк на пальце.
Ну, в общем, и нужно... Споткнулись сами, просто лежали? Там, по-моему, была веревка какая-то, которую я споткнулась, я так и не поняла, что это было. Я прям полетела. Так выглядит эта комната при свете. Здесь минимум мебели, только декорации, реквизиты для удержания своих пленников. Ну и, конечно же, вот такая вот клетка, где запираются игроки. И единственный вопрос, который возникает, это что делать, если, например, начнется возгорание. Но и здесь, как говорят организаторы, у них уже есть продуманные схемы, несколько сценариев плана высвобождения своих клиентов из заточения. И все актеры, также оператор, конечно же, знают, каким образом действовать в экстренных ситуациях. У нас есть трек, называется «Пожарная тревога». То есть, когда я включаю этот трек, то актеры сразу спохватываются, сразу открывают актерскую дверь. Это, у нас есть 3 двери. Если это в туннеле, то у каждого актера с собой есть ключ от выхода. То есть, если это произошло там, в конце сам, они сразу открывают дверь и выводят игроков. Один из главных и самых страшных реквизитов – бензопила. Настоящая. Она без цепи, она настоящая. Единственный казус – это запах бензина. Мы долго думали над этим, но на квесте не слишком долгое время находится, и это особого влияния на здоровье не будет иметь. Пока никаких серьезных травм, как говорят сотрудники, у клиентов не было. Но безвредны ли они для психики? Ведь допускают туда еще и подростков. Возрастной ценз указан от 14 лет, а в сопровождении родителей 12+. Это может повлиять как негативное, когда в этом возрасте у детей высокая тревожность бывает. Неврологические какие-то симптомы могут появиться в виде беспокойного сна, агрессия, частые эмоциональные перепады. Да? Не все так плохо. Психологи говорят, для здоровых людей такой стресс и выплеск адреналина может пойти даже на пользу. Адреналин, что он делает? Кровообращение, что делает? Повышается, и человек мотивированный становится, целеустремленный становится, активным, веселым. Вот это ему нравится. Поэтому он туда идет. Развивает у человека такое мышление, экстренное мышление, говорят. Да? Человек быстро начинает думать о чем-то, да? Решать какие-то действия. Плюс это... Именно за выплеском эмоций и приходят люди в квест-рум, и при этом главное не переоценить свои возможности. Справку о состоянии здоровья на входе никто не потребует. И заключенным в комнате может оказаться даже сердечник. Кто понесет ответственность в таком случае? Не стоит забывать, что есть много других альтернатив острым ощущениям. К примеру, спорт. Саргалана Захарова, Джулус Накентьев, Якутск. Таким мы запомним уходящий день. Хороших выходных и до встречи в эфире.